Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ. И при каких условиях? Спасибо вам большое. У нас есть договор о пребывании там российского флота. Он продлен, как вы знаете. Продлен, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран. Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся... Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты? Посмотрите на постсоветское пространство. Но они полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Да, я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Это факт, мы никогда его не скрывали. Да, совершенно верно. Это было ночь 22 на 23. Мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, не скрою, я всем моим коллегам, а их было 4, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Если придут зеленые человечки российские, как пришли в Крым, и проведут у вас референдум к присоединению части Казахстана, где вы живете, к Российской Федерации, как вы проголосуете? Многие казахи проголосуют за. А вы лично как проголосуете? Я проголосую за. Вот, видите? Будет день памяти на раскол. Гызы, которые 3000 лет боролись за свою государственность, я тебя умоляю, сам себе-то хоть не ври. Боролись они боролись, и все время главной причиной оказывались вот именно та преткновение вам. Это Россия, русские, те, которые сейчас проживают на территории Семиречья, на территории Кыргызстана, Казахстана, кто рядом живет,